Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Искен Абиджанов келип кошулду. Саламатсызбы? Искен мырза, айтсаңыз, мына процессти башынан бери адвокаттар өтө чоң жүктү аткардыңыздар. Прокуратуранын айыптоосуна бардыгына далилдерди таптыңыздар. Бүгүнкү процесс тууралуу эмне айта аласыз? Өзүңүз кандай сезсиз? Спасибо за то, что отметили нашу работу. Действительно, вот на протяжении всего судебного процесса, который длился ужасно в таких условиях, мы можем сказать, что данный процесс действительно является процессом века, для нашей страны. Почему? Потому что с самого начала этого процесса весь его ход был настолько явно политизирован, настолько явно было видно, что судья был сразу же заинтересован в исходе дела. Именно поэтому сторона защиты на протяжении процесса заявила более 17 отводов этому судье. Надо отметить, что большинство заявленных защитой Омурбека Текебаева ходатайств были отклонены судьей. Однако ходатайства, и порой даже нелепые, со стороны прокуратуры, они удовлетворялись. Я уверен, и я думаю, что и наши граждане видели нашу работу. Мы доподлинно установили и доказали невиновность Омурбека Текебаева. Абсолютно. Мы поминутно расписали всю хронологию событий, происходивших как 13 мая 2010 года, так и 21 декабря 2010 года. У нас было допрошено более 25 свидетелей. И свидетелей непростых. Это ведущие политики нашей страны, кандидаты в президенты нашей страны, чья репутация имеет намного больший вес как в нашей стране, так и за рубежом, чем репутация господина Маевского. Прокуратура айыптоосу тууралуу айтсаңыз, бир кагаз таптыбы, бири алакандай болгон кагаз таптыбы, Өмүрбек Текебаев $1 миллион алды деген боюнча. Вот смотрите, почему у защиты вызывает законные опасения этот приговор? Потому что этот приговор, по сути, он является отправной точкой для дальнейшего правового беспредела в нашей стране. Ведь теперь, по сути, любого гражданина нашей страны можно на одном ничем не подтвержденном заявлении просто осудить, задержать, закрыть на 2-3 месяца и потом по решению суда в случае отсутствия каких-то материальных возможностей просто осудить. Ведь так оно и есть. Ни одного доказательства, ни одной расписки, ни одного свидетельского показания в уголовном деле нет. Как господин Маевский, так и господин Модин путаются в своих показаниях. И даже они не говорили о том, что они передавали деньги Омурбеку Текебаеву или Дюшину Чутунову. А нами было доподлинно установлено, что все их показания лживы, что нет никакого законного основания верить им. Мало того, сегодня в своем последнем слове Омурбек Черкешевич полностью рассказал подноготную этого дела. Почему оно было возбуждено, как оно было возбуждено, с какой целью. И если даже не уходить в историю данного дела, а просто сказать, что цель данного дела одна – это устранить реального кандидата, тот, который может баллотироваться в президенты нашей страны. И именно поэтому, по нашему мнению, обусловлено, просто я даже не могу слова подобрать, такая гонка, которая была устроена этим судьей. Вы посмотрите, если в начале судебного процесса мы рассматривали дело по вторникам, средам и четвергам, потом к нам добавили уже понедельник. В последние дни мы стали
участвовать в деле 5 дней в неделю, с 9 часов до 6 часов. А в последние дни судья пошел уже совершенно просто на нарушение всех норм, даже трудового законодательства, потому что он заставлял нас работать до 9, до 10 часов вечера. Несмотря на то, что работа суда заканчивается в 5:30. Күнүгө сот болуп жатты, түнгө чейин. Кантип даярданып жаттыңыздар? Ну вот о чем мы и говорим. То есть, понимаете, в 9-10 часов заканчивается процесс, и ехать домой надо еще готовиться. Ведь у нас же еще есть семьи, у нас есть свои дела. Как бы, да? Вот, соответственно, это просто такая была гонка. Отдельно я хочу отметить то, что если вы, наверное, видели, на YouTube даже выкладывают съемку, видео оперативной съемки за адвокатами. За мной, за моими коллегами, за моими коллегами. То есть о чем это говорит? О том, что власти пытаются оказать давление путем того, что они даже не стесняются и показывают то, что за нами, за адвокатами, которые выполняют свою работу, которые обладают, согласно норм законодательства, неприкосновенностью, за нами ведется наглая и неприкрытая слежка. Да, я хочу сказать отдельное спасибо нашей адвокатуре, нашему профессиональному сообществу, которое обратилось к Генеральной прокуратуре, чтобы они приняли меры в отношении тех лиц, которые за нами следят. Но, к сожалению, Генеральная прокуратура до сих пор так и не ответила. Что это, как не политизированность? Что это, как не заинтересованность власти как можно быстрее устранить своих политических конкурентов и инакомыслящих? Сот процессине камералар киргизилген жок. Элдин баары үн аркылуу эле болуп жатты. Бул тууралуу эмне айта аласыз? Смотрите, если мы говорим о том, чтобы, как говорит уважаемый Алмаз Шаршенович, о том, что все должно освещаться, все судебные процессы должны быть открытыми, вся судебная система должна быть открыта и повернута лицом к гражданам, да? Но, извините, вот на провластных каналах, на национальном телевидении с утра до вечера ведется однобокая лживая информация, подается о том, что там просто ужасающие данные подаются. Но если мы говорим о независимости, если мы говорим о том, что о независимом суде, наверное, надо предоставить возможность и другой стороне высказаться. Что такого, если бы, скажем, в суде было бы видео, скажем, тех же самых выступлений господина Маевского, чтобы наши граждане увидели, как он лгал, как он изворачивался, как он на месте придумывал немыслимые какие-то мысли о том, что у него потоп был, о том, что этим потопом все доказательства пропали. Понимаете? Это надо было видеть, эту комедию, этот фарс. Вот. Если бы у нас это было видео, конечно бы граждане бы все увидели. Но хорошо, что у нас хотя бы есть аудиотрансляция. Вот. Сиздер мындан аркы чараңыздар шаардык сотко кайрыласыздар да? Конечно, однозначно. Конечно, однозначно. Стороной защиты как Умурбека Текибаева, так и Дүйшена Чутона, законом установленные сроки, данное решение будет обжалованы. Вот. Мы, возможно, даже если мы исчерпаем наши ресурсы для обжалования внутри страны, то, конечно, мы будем обращаться в международные инстанции. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Түз эфирде Сентябрь телеканалында биз коомдук ишмерлер, саясатчылар, депутаттар жана Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары бүгүн 1-Май райондук сотунда сот Айбегеринс уулу, Жогорку Кеңеш депутаты, Атамекен фракциясынын лидери, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов менен Өмүрбек Текебаевга карата чыгарган чечим тууралуу сөз кылдык. Бүгүн Сентябрь телеканалды соттук отурумду баштан аяк толук түз алып көрсөтүүгө аракет кылды. Бирок Сентябрь телеканалында бир маалда свет өчүрүлүп, бир маалда интернет өчүрүлүп, кайсыл тараптан болгону бизге белгилүү. Тоскоолдуктар болушунча жаратылды. Биз мүмкүнчүлүктү табар замат сиздерге түз эфирде маектерде уюштуруп бердик. Азыркы бизден кийин Кыргызстанда бүгүн мен саясатчы деген эң мыкты саясий элитанын каймактары чоң кайрылуу жолдошту. Ошол кайрылууну көрө аласыздар.